Якутские спасатели провели успешную поисковую операцию. Накануне вечером на пульт оперативного дежурного службы спасения Якутии поступило сообщение о пропаже 2 человек в Усть-Майском районе. 2 мужчин, вопреки запрету, уже после закрытия навигации отправились на моторной лодке из села Белькачи в районный центр и пропали. Сегодня утром в зону поиска вылетел вертолет со спасателями. Подробности спасения во время ледостава в сюжете Афанасия Николаева. Вертолет с 4 спасателями на борту вылетел в Усть-Майский район ранним утром. Подобрав в райцентре представителей КЧС, спасатели начали поиски. Борт прочесывал береговую линию между Усть-Майей и Белькачи. Поисковики осматривали каждую лодку, охотничью избушку и возможные укрытия. Через час после начала операции недалеко от одной из охотничьих заимок на правом берегу Алдана удалось обнаружить лодку пропавших. Хозяин избушки рассказал спасателям, что потеряшки совсем недавно были у него. По тонкому льду мужчины переправились на левый берег. Поиски усложнились. Вместо заметной лодки теперь необходимо искать 2 пешеходов. Но не проходит и 20 минут, как спасатели обнаруживают пропавших бредущими в сторону Усть-Майи. Спасенных отпаивают горячим чаем. Они устали и замерзли. Но никаких травм или признаков переохлаждения нет. Как оказалось, позавчера днем моторку затерло льдами вдали от берега. Из-за риска замерзнуть в лодке посреди реки. Ночью, когда лед немного окреп, горе-лодочники решили пойти на риск и дойти до берега пешком. Сверху еще вал торосов, вал в шуги пошел. Поэтому я взял весло и первым пошел до берега, метров 300 было. А следом за мной Петя, но у него вес потяжелее, поэтому он ползком пошел, я бегом перешел. Этим потеряшкам повезло, они могли погибнуть несколько раз. Спасатели предупреждают, большинство случаев выхода на реку во время ледостава заканчиваются гибелью. Навигация для маломерных судов давным-давно закрыта. Сейчас идет ледостав. Шуга по реке, ездить нельзя. И в нарушении данных указов правительства люди все равно выехали. Слава богу, что это закончилось хорошо. Один из спасенных – сотрудник Усть-Майской районной администрации, второй – специалист сельхозуправления Улуса. Оба были в Белькачах в служебной командировке и вышли на реку уже после закрытия навигации в нарушение постановления о запрете движения маломерных судов. Просто по-другому не попасть было. Нам нужно было закончить командировку. А сейчас теперь туда можно попасть только в ноябре, наверное, когда снежный покров побольше станет бураном. Материалы поисково-спасательных работ спасатели передадут в прокуратуру республики для выяснения, кто, руководители или подчиненные, несут ответственность за выход на реку в опасный период. Между тем, напомним, что поисковая операция стоила республике более 1 000 000 бюджетных рублей. Афанасий Николаев, НВК «Саха», Усть-Майский район.